А, Меня зовут Мария Książak, я с организации, которая занимается вообще правами беженцев, но тоже их психикой, потому что занимаемся этими беженцами, которые пострадали сильно от пыток, от разных вопросов, связанных с ломанием их самых основных прав человека. Может, не совсем как правозащитник, но как психологи, но так как то, чтобы люди чувствовали себя безопасными, является первым как бы шагом в тем, чтобы вообще люди могли обрести какой-то мир внутри и, можно сказать, тоже терапию того же стресса. Приходится иногда заниматься тоже такими правозащитными вопросами, чтобы бороться с ними за их право жить, право доступа к реабилитации. И в последнее время я занимаюсь тоже не только беженцами, которые приезжают в Польшу, но тоже теми, которые в Польшу не могут попасть, потому что на границе блокируется их от возможности подать даже заявление насчет статуса беженца. Есть такой закон про Шенген, про границы Шенген, и он немножко, может быть, не в самом правильном пути употребляется на границе Европы, именно восточной границе Европы в Польше. Как бы на основе интерпретации этого закона все, которые хотят въехать на территорию Польши, должны высказать хотя бы коротко причину, почему едут. И это остается только в рамках их общения с пограничником, как их въезд в Польшу будет интерпретироваться. В настоящее время большинство людей, которые хотят подать статус беженца, они не запускаются в Польшу за счет того, что им отказывается, потому что у них нет визы. Хотя это совсем нарушает их права к азылу, потому что каждый человек должен иметь право попросить о статус беженца или международную охрану, и до этого не употребляются визы, конечно. Это совсем другой мир миграции. Так как Польша от где-то года нарушает право людей к тому, чтобы просто подали заявление о статусе беженца, то количество этих людей, которые хотят перейти, они скапливаются, например, на границе между Польшей и Белоруссией в городе Брест, где сейчас застряло много людей, которые убегают из Северного Кавказа, например, а не могут попасть в безопасную страну, которой является Польша, как первая страна Европы. Ну вот ситуация этих людей очень сейчас безнадежная. И складывается мне впечатление, что эта ситуация не только возникает просто потому, что какие-то пограничники решили не запускать, но при поддержке, к сожалению, и Евросоюза. Потому что если бы этой поддержки не было, наверное, Анджела Меркель не высказалась бы так, что Польша очень хорошо охраняет восточную границу Европы, что приезжали бы люди из организаций международных, гуманитарных, смотреть, что творится на этой границе. В настоящее время вот в этом пункте скоплены сотки, если не тысячи чеченов. Между прочим, это главная группа, которая мигрирует через эту границу, и они не могут проехать дальше. Вот это есть проблема. Но именно вот наша работа заключается в том, что пытаемся помочь этим людям выдержать на пути, вообще выжить. Помогаем как психологи. Раньше тоже делали их документацию как жертв пыток, потому что очень мало из них имеет подтверждения, например, того, что они пострадали пытки от врачей. С того, что я понимаю, в Чеченской Республике такие подтверждения не выдаются, потому что если бы кто-то хотел войти, например, в медицинские учреждения и сказал, вот мне пытали, опишите, пожалуйста, мое состояние сейчас, сразу же пригласят правоохранительные органы кого-то, и, возможно, дальшая судьба этого человека будет еще хуже, чем первоначально. Поэтому, конечно, эти люди не решаются на такую документацию.
И когда они уезжают, уже эмигрируют, какое-то время проходит, чтобы там покупить паспорт или что-то сделать, как-то организовать их путь и выезд. И в момент, когда они доезжают до Европы, обычно уже на теле не очень много следов. Но вот это именно из области психологов, которые как бы специализируются в психологии травмы и умеют отличить людей, которые, может быть, просто выдумывают какие-то истории, от людей, которые пострадали пытки и пострадали серьезно. И вот это моя работа и работа моих коллег. Мы очень много общаемся с людьми и делаем исследования, и каждому лично делаем заключение, если считаем, что существует большая вероятность, что история, которую они высказывают насчет пыток и других форм насилия, является очень вероятной. С такими документами раньше было легче, может быть, пройти этим людям через границу, потому что они совпадали в такую категорию людей, которые особенно уязвимы и которые нужно особенно внимание и охрана. Но с какого-то времени даже эта вся документация, которую делаем, которая не делается в 5 минут, и то не есть выписывание каких-то бумажек, это есть много часов или десятков часов иногда работы. Даже таким людям не совсем граница открывается хотя бы чуть-чуть, чтобы рассмотреть их вопрос подачи заявления на статус беженца. И вот это очень, конечно, печальная ситуация сейчас сложилась на границе Европы, именно которой больше всего дотрагивается чеченский народ. Потому что они не мигрируют через Средиземное море на лодках, где сейчас ведется другая трагедия, но они пытаются спасти свою жизнь и жизнь своих детей, убегая через Беларусь и через Польшу или в Польшу. Но вот, кажется, эта проблема и растет, и никаких решений положительных на горизонте сейчас не видно. Если есть кое-что на горизонте существует еще более тучей законодательство, которое хочет, чтобы принять Министерство внутренних дел. Лично министр заявлял уже 30 января в Польше, что есть проект, новый проект по беженцам, который включает в себя то, чтобы практически всех, которые хотят въехать в Польшу, задерживать в закрытых лагерях. Всех. И тогда в очень короткий срок, там в течение месяца, решать, будут ли эти люди запускаться в Польшу или будут выбрасываться обратно, возможно, еще с запретом въезда. Вот, конечно, если в ту направление идет сейчас политика Европы, значит, политика Европы идет сейчас вообще против любой солидарности Европы с беженцами. И так как этой солидарности нету в связи с беженцами, которые идут через Средиземное море, попадают в южные страны Европы, и потом нет справедливого их разделения по странам, так и этой солидарности, к сожалению, нету в связи с беженцами, которые хотят зайти в Европу через ее восточную страну. Они как бы несуществующие. На самом деле, эта проблема вообще как бы незаметная, невидная, потому что она делается через государства, которые не очень громко заявляют вообще по правам человека или правам беженцев. Да? С одной стороны, на востоке Европы есть Беларусь, где еще существует система, которая, например, допускает смертную казнь, которой нет в других странах Европы, которая имеет одну общую зону, кажется, таможенную зону с Россией, и которая тоже
как бы в неудобной ситуации, не очень хочет говорить что-то громко против политики России. С другой стороны, находится Украина, которая сейчас воюет на своем востоке с гражданами Российской Федерации и особенно не озабочена беженцами из Российской Федерации. Правда? Поэтому как бы уже идет какой-то барьер, который должны проехать чечены. Но дальше идет очень холодный, тихий барьер польской восточной границы, где ежедневно ломаются, к сожалению, до сих пор права этих людей. Я думаю, в Чечне очень сильно преследуют людей. Причем уровень насилия так высокий, что иногда это очень меня беспокоит. У людей уже нету такого четкого черно-белого понятия, что является этим насилием или что является пытками. Например, часто я говорю с людьми, говорю, воспитали? Нет, в то время только били. Да? Значит, бить во время прослушания уже не является для людей самых, которые в этом участвуют как жертвы, такими сильными пытками. Пытки это уже когда применяют ток, поливают водой, подвешают где-то там под крышу. Вот это уже есть как бы, вот тогда да, тогда пытали. Нет, да? Или изнасиловали, что-то еще. Вот это пытки. Поэтому это уже есть картина такая, что мне кажется, что там распространение психического, физического насилия во время введения каких-то процедур настолько широкие, что практически попасться может каждый. Только не каждый может это выдержать. Да? Может попасться под это ребенок несовершеннолетний, может попасться человек, который, может он там не совсем такой правозащитник уже, и не совсем так против правительства сильно выступает. Но где-то попался. Например, его родственник, может быть, когда-то воевал. Или может он такой группе людей, которые на всякий случай нужно его хорошо присмотреть, чтобы он где-то не попался. Вот слой людей, который попадается под преследование и пытки, в сегодняшней Чечне кажется очень широкий. И каждому человеку хочется просто жить. Каждому хочется иметь какие-то основные права, чтобы мог строить свою жизнь. Но как такие люди, которые попадут под такого вида процедуры, будут себя чувствовать? Конечно, они будут себя чувствовать уверенно. И будут хотеть бежать. И поэтому среди людей, которых мы встречаем в Бресте, я бы сказала, большинство это жертвы пыток. Только существуют разницы, насколько это серьезные пытки. И, к сожалению, сейчас существует много людей, которых эти пытки довольно серьезны. Или угроза жизни серьезна, потому что, может быть, не пытают каждого человека, который сейчас, например, объявляют против него кровную месть или то, что надо им и Чечню покинуть за счет якобы каких-то дел, в которые эта семья была вмешана, или кто-то из родственников, который никогда не бывает до конца расследован, но на всякий пожарный уже можно кого-то объявить, да, виноватым. И эти люди вместе с детьми, всей семьей должны из этой Чечни где-то уйти. Только где? Хороший вопрос. В другой район Российской Федерации, но там ведь их найдут, это никакая проблема продвигаться для людей. Но тогда в Беларусь, но практически том же самым путем каждый может приехать. Но то тогда дальше надо, в Европу. А там закрыта граница. И мне кажется, сейчас состояние психическое этих людей, оно с плохого становится еще хуже. Я думаю, нелегко чечена вывести из какого-то чувства силы внутренней, потому что это очень сильный народ. Но в настоящее время я вижу часто чеченов, которые уже на грани того, что можно выдержать. И это очень, конечно, печальный вид. Хотелось бы, чтобы Европа имела такую политику, которая прежде всего сохраняет
основные хотя бы права человека и права людей, не только тех, которые уже живут в Европе, но которые пытаются перед этими гонениями из других районов как-то убежать. Вот это является сутью нашей работы на границе Европы с восточной стороны Европы сейчас.